Николай Алексеевич Некрасов, русский поэт, писатель. Николай Некрасов huwa poeta u kittib Russu. Один из крупнейших культурных деятелей России XIX века. Meqjus bħala wieħed mill-akbar figuri kulturali tar-Russja tas-seklu 19. Издавал знаменитые журналы «Современник» и «Отечественные записки». Kien jippubblika revisti magħrufin bħal Savremennik u Отечественные записки. Его очень ценил, в частности, еще один гений русской литературы XIX века – Федор Михайлович Достоевский. Ix-xogħlijiet ta' Nekrasov kienu apprezzati minn ġenju ieħor tal-letteratura Russa tas-seklu 19, Fjodor Dostojevski, flimkien ma' ħafna kittieba oħra Russi. Некрасов много писал о тяжелой доле русского крестьянства, воспевал красоту русской земли и красоту души человеческой. Nekrasov kitab ħafna dwar il-ħajja qiebsa tal-bdiewa u n-nies komuni Russi, fil-waqt li faħħar il-ġmien tar-Russja u żbuħija tar-ruħ tal-bniedem. В его произведениях отражено все богатство народного языка и фольклора, устной речи и песен. Ix-xogħlijiet tiegħu jirriflettu kemm huma għanja l-lingwa letterarja Russa, il-folklor, il-lingwa mitkellma u l-kant tradizzjonali. Стихотворение «Крестьянские дети» – одна из визитных карточек Некрасова. Поэт рассказывает о радостях и горестях жизни крестьянских детей в России. Il-poeżija Peasant Children hija waħda mix-xogħlijiet karatteristiċi ta' Nekrasov, malma fl-iskejjel u maħbuba minn Russi ta' kull età. Описывая бытовые сценки, автор любуется своими маленькими героями и волнуется за их будущее. Il-poeżija tiddeskrivi xeni mill-ħajja ta' kuljum ta' tfal, fejn l-awtur jesprimi mħabbtu lehom u jitħasseb għal-futur tagħhom. Итак, Николай Алексеевич Некрасов, «Крестьянские дети», читают студенты курсов русского языка. Nippreżentawkom il-poeżija Peasant Children ta' Nikolaj Nekrasov, maqruha mill-istudenti tal-Ċentru Kulturali Russu. Apjatja w derewni, ħaġuna ħotu, biex mój wiersi ġivjozza lekko. Вчера утомленный ходьбой по болоту забрел я в сарай и заснул глубоко. Проснулся в широкие щели сарая, глядаться в селого солнца лучи. Воркует голубка над крышей летая, кричат молодые грачи. Летит и другая какая-то птица, потому узнал я ворону как раз. Чу, шепот какой-то. А вот верница. Вдоль щели внимательный глаз. Все серые, карие, синие глазки смешались, как в поле цветы. В листок опакая свободы и ласки, не столько золотой доброты. Я детского глаза люблю выражение, его я узнаю всегда. Я замер, коснулась души умиления. Чу, шепот опять. Борода! Барин сказали. Потише, вы черти. У бороды не бывает. Усы. А ноги так длинные? А ноги снова как жерди. Снова как жерди. А вон на шапке глядит как часы. Ай, важная штука. И цепь золотая. Чай дорого стоит. Как солнце горит. Афона собака. Большая, большая. Вода с языка-то бежит. Ружье, погляди-ка, стволина двойная, замочки резные. Глядеть. Молчит. Ничего, по своим еще Гриша. Припять! Испугались шпионы мои и кинулись прочь, человека заслышав. Так стояли смятение летят воробьи. Затих я, пришелся, снова явилась. Глазенки мелькают в щели. Что было со мною, всему подивились, и мой приговор изрекли. Тому
охота к гусю, что за охота? Лежал бы себе на печи. Именно не барин. Как ехал с болота, так рядом с Гаврилой. Услышит, молчи. О, милые плуты, кто часто их видел, тот, верю я, любит крестьянских детей. Но если бы даже ты их ненавидел, читатель, как низкого рода людей, я все-таки должен сознать открыто, что часто завидую им. В их жизни так много поэзии слито, когда и Бог балованный деткам твоим. Счастливый народ, ни науки, ни неги, не ведают в детстве они. Я делал с ними грибные набеги, раскапывал листья, обшаривал книги, старался приметить грибное местечко, а утром не мог ни за что это отыскать. Взгляни-ка, Савося, какое колечко. Мы оба нагнулись, да разум и хватит. Змею я подпрыгнул, ужасно больно. Савося хохочет. Попался с моста. Зато мы потом их губили довольно и клали рядком на перили моста. Грибная пора, а уйти не успела. Гляди, уж чернонки губы у всех, набили оскому, черница поспела, а там малин, брусника, орех, ребяческий крик, повторяем эхом. С утра и до ночи гремит по лесам. Успевая пением, хохотанием, смехом, взлетит лететера захохав птицам. Зайчонок ли вскочит, по садом суматоха. Вот старый глухарь с облиналым крылом. В кусту завоцился, но бледом плакал. Живого деревню тамашат 106 вон. Однако же зависть в дворянском дитяти посеять нам было бы жаль. Итак, обернут мы обязаны кстати, другой стороною медаль. Положим, христианский ребенок свободно растет, не участный чему, но вырастет он, если Богу угодно, а сгибнуть ничто не мешает ему. Положим, он знает лесные дорожки, горцует верхом, не боится воды. Зато беспощадно едят его мошки. Зато ему рано знакомы труды. Однажды, в студенную земную пору, я из лесу вышел бессильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворосту воз. И шествуя, важно, в спокойствии чинно, лошадку ведет под отцы мужичок, в больших сапогах, в полушубке овчинном, в больших рукавицах сам, снагачок. Здорово, парниша. Ступай себя мимо. Уж больно ты грозен, как я погляжу. Откуда дровишки? Из лесом везет вестимо. Отец, слышишь, рубит, а я отвожу. В лесу раздавался топор дровосека. А что, у отца-то большая семья. Семья-то большая, до 2 человека. Всего мужиков-то. Отец мой, слышишь? Да я. Так вот оно что. А как звать тебя? Власом. А какой тебе годик? 6 миноваль. Ну, мертвая. Крикнул малуточка басом. Рванул под уцы, быстрее зашагал. На эту картину так солнце светило. Ребенок был так умрательный
мал. Как будто все это картонное было, как будто в детский театр я попал. Но мальчик был мальчик, живой, настоящий, и дровни, и хворост, и погонки кон, и снег, да окошек деревни лежащий, а с теменного солнца холодный огонь. Все настоящее русское было, в котором так много и злобы, и боли, в котором так много любви,